Дирашима телехопшца усура яцнуцуит апса телехопшра пресс-центр эфира чхакуб саат бжака юнецка. Птила шабет хашас хуйц коллегача и табу бамта пшаны яха шахим яхыцас пресс-конференциях. Здравствуйте, коллеги! Рада представить вам сегодняшних наших гостей. Сегодня на наши с вами вопросы будут отвечать президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия, игроки сборной Абхазии Инал Кацба, Даниил Ардзенба, капитан команды Шабат Логуа, а также главный тренер сборной Абхазии Беслан Аджинджал. Добро пожаловать, дорогие гости. В первую очередь хочу поздравить вас с таким триумфом. Благодарны вам. Я благодарю вас от лица ваших болельщиков, зрителей. Это, правда, очень важная победа лично для каждого из нас. Расскажите, пожалуйста, каким был чемпионат в этом году? Какие были сложности? С какой готовностью вы ехали? Какие были цели? Какие результаты были достигнуты? И довольны ли вы ими? Здравствуйте. Результатом мы довольны. Заняли 3-е место. Хотелось бы занять и 1-е, но то, что касается нашей подготовки, оно было немножечко скомканным. В маленькие сроки наши тренера сумели создать боеспособный коллектив, который поехал. И, как вы знаете, что мы заняли 3-е место. У нас на будущий год есть большие планы на подготовку, сделать минимум 2-3 сбора, чтобы мы могли спокойно, не спеша выбирать, создавать команду. В первую очередь спасибо нашим тренерам, что они сумели за 13 неполных дней создать боеспособный коллектив. Беслан Алексеевич, вот расскажите, пожалуйста, по какому принципу выбирались участники сборной? Насколько мне известно, много новых лиц, ребят, которые до этого не принимали участие в чемпионате. Что касается принципа формирования сборной, он точно такой же, как и был в предыдущие годы. В сборную команду в национальную попали именно те футболисты, которые, на наш взгляд, были самыми сильными на тот период времени. То есть на 15 мая, на наш взгляд, на взгляд тренеров национальной сборной, именно эти футболисты, и мы выбрали именно их, именно они поехали защищать честь своей страны. Именно по такому принципу мы формируем сборную. Мы на протяжении 1,5 месяцев последних мы просматривали всех наших футболистов, которые играют в чемпионате Абхазии, те, которые играют за пределами Абхазии, если у нас есть такая возможность. Именно так мы и формируем наших игроков. Приглашаем их на сборы, а на сборах уже в конкурентной среде они доказывают, что они имеют право и должны выступать в составе национальной сборной. Спасибо, коллеги. Я вам предоставляю возможность задать вопросы, далее продолжим. Скажите, пожалуйста, какие вообще у вас впечатления от чемпионата и как вас принимали? Инал, расскажите, пожалуйста, какие впечатления от чемпионата? Впечатления остались хорошие, нас очень хорошо приняли, тепло с первого дня, как мы приехали. Шабат, расскажи, пожалуйста, для тебя это не первый чемпионат, именно вот по версии КУНИФА. Чем отличался этот от предыдущих, насколько было тяжело и насколько оправданы ваши ожидания? Тяжело, я думаю, было всегда, потому что сборная Абхазии всегда идет за 1-е место. И к нам тоже относятся так, как к очень сильному сопернику, поэтому легко не бывает. На этом чемпионате было тоже нелегко, с нами были в группе хозяева. Но мы, я думаю, оправдали свои ожидания, но, честно говоря, я думаю, что мы заслуживали быть в финале. Но так получилось, что мы взяли 3-е место, но мы этим все довольны. Коллеги, есть вопросы? Шабат, насколько мне известно, ты капитан команды. Какова ответственность капитана команды? Вы знаете, у нас такая команда сплоченная, дружная, что в команде не разделяют, капитан это или не капитан, потому что все друг к другу прислушиваются, друг друга поддерживают. И мои товарищи, когда мне помогают эту ношу нести, и взаимопонимание такое облегчает это все. Даниил, на ваш взгляд, какая команда была наиболее сильной из тех, с кем пришлось соревноваться в этом году?
Ну, вообще, я думаю, уровень турнира был достаточно высокий, и все команды примерно одного уровня. Может быть, у кого-то были исполнительные чуть посильнее, но примерно все одинаковые команды, очень хороший уровень. Какая игра запомнилась вам больше всего? Ну, я думаю, полуфинальная игра Западной Армении. Очень сильная команда, все ребята техничные, умные, и я считаю, мы играли на равных, может быть, даже где-то лучше, но вот везение чуть-чуть нам помешало, и мы по пенальти проиграли, мы уступили. Коллеги, есть вопросы? Для меня вообще было открытием, что за 2 недели вот так можно подготовить команду. Вот я знаю, что на физическую подготовку тоже ушло немало времени. А помимо этого, вот команда, атмосфера в самой команде очень дружелюбная. А вот как можно добиться вот всего этого за 2 недели? Скажите, пожалуйста. Тренеры очень талантливые. Спасибо за вопрос. На самом деле, вы правильно говорите, у нас было не так много времени на подготовку. Можно подготовить футболистов за 2 недели, но очень сложно создать именно боеспособный коллектив единомышленников. Ну, как-то нам удалось это сделать. Нам, тренерскому штабу, у нас и Беслан Губля, и Баграт Ахба, Джума Кварацхеля приезжал нам, давал советы. Ребята просто, знаете, подобралась очень такая команда, очень хорошие ребята. В первую очередь они очень хорошие люди, которые понимают, как надо жить в команде, как надо действовать в команде. И я думаю, что именно это и способствовало тому, что мы за такой короткий срок смогли создать вот такой вот коллектив единомышленников, как я уже говорил. Знаете, к ним вообще никаких претензий нет, и ни по части игры, и тем более по части того, как они себя вели друг с другом. Абсолютно все друг друга поддерживают, абсолютно все друг за друга радуются. Играет он в основном составе, не играет он в основном составе. И мы видели это и на лавочке, на скамейке запасных, как они реагировали там, на гол, на голевую передачу. Они были прям единым таким вот монолитом, что не может не радовать. И не могу сказать, что в этом была какая-то наша заслуга тренеров. Они сами по себе такие ребята, которые вот все сошлось, знаете, вот они очень хорошие ребята, которыми просто мы все гордимся. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Да, пожалуйста. Шәышԥахәаԥшуеи Аԥснытәи еизго шьапылампылаз акоманда зыҟаҵаҩцәа раҳасабала араҟа ачемпионат анымҩаԥысуаз ҳшьапылампыл асыҩцәа иргаз аиааира аҩыза аҩаӡара рзынханы иҟоума, уи ацҵараз шәыдышәкыло ашьаҿақәа ртәы шәрылацәажә. Разницы вообще никакой, когда мы здесь в 2016 году заняли первое место, стали чемпионами. У нас руководство было я, Беслан Губля, Баграт Ахба. Мы, честно сказать, сообща также работали. У нас не было такого, вот Джума сказал, не согласился. Мы делали все то, которое касается и состава, и тренировочного процесса, делали вместе. Результат один общий. Но по команде большое изменение у нас. Разница в 16-м и на сегодняшний день, что у нас есть, большая. В том, что у нас очень много молодых ребят. В состав, вот сейчас в Карабах поехало около 70-80%. Да, Самый старший у нас Астамур Цишба и Хугаев. Все остальные 19-20 лет. В чем мы больше всего нервничали? В том, что войдут они в ритм этого чемпионата, потому что каждый день игры, это ритм, это психологическая подготовка. Они сумели себя перебороть, и я благодарен. У нас есть над чем еще работать, потому что эти же молодые ребята, я думаю, на будущий год в Сомали, где будет проходить в Африке чемпионат мира, они себя еще больше покажут, потому что они уже понимают, что это большая ответственность. И еще раз хочу от себя и поблагодарить их. Это от Федерации футбола. Я же видел, что у нас в Гудаутах творилось, в Сухуми. Все у телевизора смотрят, также переживают. Они сознательно понимают, что это национальная сборная. И молодцы, ребята. Еще раз мои поздравления.
Раз уж мы заговорили о 2016 годе, вот после такой триумфальной победы, есть ли такой груз ответственности, и каждый раз, наверняка, хочется вот достигать таких же целей, но, может быть, это где-то мешает вам в игре, в настрое и так далее? Вот я хочу знать мнение ребят. Что вам мешает выигрывать каждый год? Не на самом деле. Или что вам помогло выиграть вот в тот год именно? В тот год нам помог выиграть наш болельщик. Это наш 12-й игрок был, который просто... Там не было такого, что силы закончились, потому что трибуны поддерживают, а ты бежишь. Потом уже приходишь и не понимаешь просто, как, откуда силы. Я думаю, это главное. Такой ключевой был то, что у нас были такие болельщики. В этот раз, насколько я знаю, с вами тоже ездили болельщики. Конечно, не в таком количестве, как здесь, дома. В Англии но... больше поехал. Но вот насколько вам важна была поддержка ваших болельщиков там? Пусть, да, понятно, мал золотник, да дорог. Поддержка, она всегда важна. С нами поехали наши болельщики, поддерживали нас. Ну, их там было не так много, но мы все равно знали, что в Абхазии смотрят, следят. Все звонили, писали, поэтому мы поддержку даже там чувствовали. Болельщики, зрители, они же все разные. И в основном, конечно, слава богу, люди говорят о том, что для нас третье место — это тоже очень хороший показатель. Но есть другая категория людей, которые считают, вот чуть-чуть не хватило, дожали бы и так далее. Вот такого рода разговоры, они не расстраивают вас, они вас не сбивают, или вам хочется достигать все больших как бы целей, успехов дальше, доказывать им, себе, что вы можете еще больше, еще лучше? Ну, есть такое. Это в первую очередь сами футболисты хотят первое место занять. Конечно. Потому что у них, они психологически готовы к этому. Потому что у них дух победителя. И приехать разницы нету в Англии или на Кипре, или в Нагорном Карабахе. Нету вообще никакой разницы, потому что все команды, зная, что мы чемпионы мира, они настраиваются на нас. Хочешь ты, не хочешь, ты сам уже настраиваешься на эту игру, какая бы она слабая ни была или сильная. Но есть в футболе это везение. Но я бы хотел бы сказать, что мы не проиграли ни одной игры. Чисто в игровое время мы не проиграли. По пенальти это лотерея. Тут нам Бог помог, а там он чуть-чуть не смог нам Там помочь. тоже Но помог. вторую игру по пенальти мы все пенальти реализовали. Потому что сам груз от футболистов уже освобожденный, и получилось. Что есть над чем Груз работать? ответственности просто Да. был очень высокий. И ребята, наверное, те, которые пробивали пенальти, и Шабат Логуа, и Жана Георгий, и Бабурин Лева, я все-таки думаю, что этот груз ответственности не позволил им забить этот пенальти. Очень сильно хотели забить, очень сильно хотели никого не подвести, и, к сожалению, вот не получилось. Но ничего страшного, есть куда расти. Значит, будем тренировать пенальти теперь 2 недели. Да. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Да, пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Понятно, что здесь у вас были болельщики, вся страна, наверное, болела, я думаю. А появились ли болельщики там? Да, на самом деле болельщиков было очень много. Жители города Степанакерт, жители города Мартуни, во всех городах, в которых мы играли, нас очень поддерживали. Не знаю, с чем это связано, но именно нашу команду поддерживали намного сильнее и намного больше, чем наших соперников. Даже когда мы играли против Западной Армении, я бы не сказал, что болельщики как-то отдавали предпочтение этой команде. Мы слышали, как люди кричали «Абхазия» на всех стадионах, абсолютно на всех, на которых мы играли. Поддержку мы ощущали тех людей, которые находились на стадионе.
Человек, который не раз спасал, так скажем, команду, сегодня сидит скромненько, молчит, но мы все наблюдали за его игрой непосредственно. Но помимо игры, основной у людей у вас находились еще силы на веселье, танцы. Мы видели эти зажигательные танцы. Откуда силы на? Ну, это национально. Танцуем мы лучше, чем играем, да? Ну, я бы не сказала, что вы играете хуже, чем танцуете. Инал, откуда силы? Ну, расскажи, пожалуйста, насколько для тебя вообще важна была эта игра? Ну, был Как ты важен этот готовился к чемпионат. танцам? Расскажи. Как ты готовился к чемпионату и к танцам тоже? Ну, к танцам я не готовился. Ну, к чемпионату мы готовились усердно. Это большое спасибо нашим тренерам, которые нас приводят в оптимальную форму за такой короткий срок, как уже говорили. А по поводу танцев, не знаю, так получилось уже не первый раз у нас, мы приезжаем. Не первый раз танцуем, да? Да, Добрая традиция. приезжаем, да, и включают музыку как-то. Надо же везде показать то, что мы умеем не только и футбол играть, и где-то потанцевать, где-то, может, даже спеть. Наша национальная Поем мы как-то тоже, кстати, хорошо. Да, здорово. приближенная к нам. Замечательно. Коллеги, есть вопросы? Я бы хотел, пользуясь случаем, Так. поблагодарить всех тренеров нашего национального чемпионата, то, что они помогли и Беслану Алексеевичу, и Беслану Губля в подготовке футболистов. Спасибо им большое. Мы сделали специально такой чемпионат и кубок. Совместно мы решали, как сделать его. Я думаю, сегодня наши тренера, которые тренируют высшую лигу, есть еще над чем работать, чтобы было бы на будущий год еще легче. И сегодня есть над чем работать нашим детям, смотря на взрослых. У них есть, вот я сегодня был на работе, там на площадочке у нас играют дети, и они, я хочу быть как Шабат, я хочу быть там, вот уже по именам, это здорово, и дай Бог, чтобы наши дети сегодня могли бы вырасти такими классными футболистами. Подрастающее поколение узнает вас на улице или же на спортивных площадках, когда вот есть такая заинтересованность с их стороны, и как вы реагируете? Ну, реагируем, конечно, положительно. Это очень приятно, когда узнают. Ну, да, есть дети, которые ходят на чемпионат Абхазии, смотрят, знают нас. Какие выводы вы сделали из этого чемпионата? С чем идете дальше к своей цели в следующем году? Я вообще думаю, что много ребят молодых же было у нас в команде, что ребята получили большой опыт выступления на таком турнире. Была хорошая атмосфера, хорошие команды. И в будущем ребятам будет легче приспосабливаться к турнирам крупным. Самое главное, что мы вынесли, на мой взгляд, из этого турнира, это то, о чем говорит Даня. Дася, все ребята приобрели необходимый опыт выступления за национальную сборную именно вот на таких турнирах, на таких вот больших там, спортивных форумах, соревнованиях. В следующем году и в последующие годы, я думаю, что им будет проще. В этом году, конечно, поначалу, конечно, им было сложно, особенно первая игра, первый матч на турнире против Чамери, первый тайм. Конечно же, я думаю, и болельщики, которые наблюдали этот матч, он не совсем понравился. И это говорит о том, что у наших ребят молодых не так много было опыта. Но потом они успокоились и довели дело до логического, скажем так, результата. Это вот как раз к тому, что у ребят не было вот именно опыта выступления за национальную сборную. Теперь, в следующие годы, я думаю, что им будет всем полегче. А вот в начале нашей пресс-конференции, отвечая на первый вопрос, вы сказали о том, что каждый раз в сборную попадают более подготовленные спортсмены. Но в то же время мы понимаем, что это были молодые, менее опытные, чем игроки предыдущих чемпионатов. А насколько вообще это дело рискованно? Вот насколько это тяжело именно для тренерского состава, для людей, которые собирают сборную команду? Это вот то, о чем вы говорите, это рабочие моменты. Конечно, мы дискутируем внутри коллектива нашего тренерского. У нас происходит обмен мнениями. Там, пригласили мы, допустим, футболистов в национальную сборную.
смотрим на него там в течение, там, не знаю, 3-5 дней. Естественно, он в какие-то моменты он становится лучше, в каких-то моментах он становится хуже. Но, в принципе, мы понимаем его потенциал. Мы знаем, ради каких качеств мы его пригласили в сборную. И потихоньку они набирают потихоньку форму и становятся теми футболистами, которые мы видим потом уже на выходе. Поэтому, конечно, бывают споры, но без этого вообще не бывает. Это же творческий процесс, это тренировочный процесс. Мы спорим, у каждого из нас, даже вот сидящих здесь, у каждого из нас разные вкусы, и в том числе и на футболистов тоже. Но мы, когда приглашаем футболистов, мы точно знаем, почему мы его приглашаем, мы точно знаем, какими качествами необходимыми он обладает, и из этого исходим всегда. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Да, пожалуйста. Ну, можете охарактеризовать каждую команду другого футбольного клуба, соперника, так можно сказать, и в чем отличие от нашей сборной, или же чем мы можем гордиться перед другими командами? Спасибо. Ну, вообще, в первую очередь, хотел бы отметить, в футбольных делах наших мы старались выходить и побеждать в каждом матче, а в большей мере хотел отметить бы наш коллектив. То, что мы в каждом матче, будь то на футбольном поле, будь то в быту, мы все были едины, и наши тренера, и команда, и мы старались держаться вместе и после побед, и также после поражения. Вот это, на мой взгляд, самое главное было на этом турнире. Совершенно верно, да. Я думаю, всем остальным командам можно поучиться у национальной сборной Абхазии именно этому качеству, то, что они были едины. Вот, с нами ездили журналисты, вот и Мадина. Наши ребята молодые, при том, что у каждого из них есть свои интересы в жизни. Мы все, что делали, все делали вместе. Мы даже на прогулки ходили вместе, уже не говоря там о тренировках или о матчах. Поэтому я думаю, что любая команда, которая была на этом турнире, может поучиться и может брать пример с того, как они отнеслись вообще к коллективу, именно коллективной игре и вообще к тому, как преподносить себя вот на этом турнире. А чему бы хотелось поучиться у других команд? Уверенность. Там были команды, которые были очень уверены в себе, именно на футбольном поле. К сожалению, у нас есть моменты, когда мы не очень уверенно себя чувствуем на футбольном поле. Несмотря на потенциал? Несмотря на потенциал, да. Именно потому, что у них вот такой потенциал, они же еще совсем молодые ребята, они, учитывая... Внутри что, горят, да, у нас, наверное, мы этим делом занимаемся уже много лет, у нас немножко, наверное, больше опыта, чем у них. Мы даже видим в них больше, чем они сами видят в себе. Мы пытаемся все это поднять, вытащить на поверхность, но не всегда это получается, потому что у каждого из них есть какие-то сомнения. Для этого время тоже нужно. Да, мы всегда им говорили: ребята, если бы вы не умели бы играть в футбол, вас бы сегодня здесь просто не было, вы бы не были бы в составе национальной сборной, вы не приехали бы в Республику Арцах. Это все есть у вас, вы, главное, в это поверьте. Вытаскивайте себя наверх, вот это все, чтобы были уверены на футбольном поле. Это отчасти задача и ваша, наставников. Да, я надеюсь, что в течение года, остался ровно год до следующего чемпионата, вы поработаете над этим, и результаты будут еще лучше, еще выше. Коллеги, есть вопросы? Да, пожалуйста. По поводу первого матча, они пропустили мы первый гол, и вот такая обстановка была, вот все думали, что же там произойдет, как они смогут преодолеть вот это напряжение в матче, потому что соперники вот территориально тоже инициатива была на их стороне, но после перерыва вот наши смогли просто В раздевалке проявить слова сказали, да, видимо, да, в раздевалке и проявить характер, это характер команды. И мы видели, как болельщики, которые даже до этого говорили, что Чамерия выиграет, после того, как они уже забили первый гол, второй, они уже кричали «Абхазия, Абхазия». Это тоже было показательно. То есть речь команда идет с характером. о настрое. Да, команда с характером. Там в раздевалке на самом деле никакой тайны нет. После первого тайма, естественно, мы никого не ругали, мы просто просили футболистов успокоиться и делать на футбольном поле то, что они умеют делать. Они просто успокоились, они сбросили с себя вот этот мандраж, который предстартовый есть.
Мы сделали там пару замен буквально, и ребята вышли и доказали, что они на сегодняшний день просто сильнее, чем их Хватило соперники. 5 минут. 15. Ну, Новый турнир, новый чемпионат – это еще и открытие новых стран. Лично для вас, ребят молодых. С каким настроем ехали в Арцах? Вам было интересно? И каким он оказался в итоге? Ну, если честно, ехали с большим настроем. Сборная Абхазии уже бывала в Арцахе до этого. А вы? И мы наслышаны были о том, что там очень любят футбол, будет очень много болельщиков. И мы понимали, что там будет очень интересно играть на футбольном поле. И вот нас это желание как бы подталкивало на эту поездку. В целом, конечно, сам Арцах произвел большое впечатление. Там очень добрый народ. Очень отзывчивый. Вот мы сколько раз выходили на прогулку, не было такого, чтобы кто-то нам не пожелал удачи, не спросил, откуда мы, не сказал какие-нибудь добрые слова в наш адрес. И поэтому, я думаю, Арцах запомнился всем игрокам сборной Абхазии. у них участь такая же, как и у нас. Они прошли войну. Мы бывали там. В 13-м году, в 12-м или в 13-м мы возили команду туда. Да, мы там неудачно сыграли, проиграли, но они к чемпионату Европы подготовились со своими полями, со своей структурой. Такой чистый город, приятный город, и люди приятные. И открытие было Да, довольно шикарно. зрелищное. Да. Масштабная такая Да. была церемония открытия, очень красочная, очень красиво, очень, очень хорошо подготовились, на мой взгляд. Прям слова нет. Ну и подводя итоги нашей сегодняшней пресс-конференции, уже чемпионат позади. Без ложной скромности можно сказать, что результат замечательный, с чем мы вас еще раз поздравляем. Вот. И вопрос такой, чем сборная Абхазии занимается сразу после чемпионата? Как вы сразу отдыхаете или дальше продолжаете тренироваться? Как этот процесс проходит? Ну, я как президент федерации могу сказать, у них сейчас в каждом клубе, сейчас они начнут подготовку, у нас На начинается передышку чемпионат. время не дают, да? Нет, дадим передышку. Недельки 2. Покупаются в море и обратно каждый в своем клубе начнет готовиться. И Беслан Алексеевич будет уже обратно просматривать, уже не спеша, футболистов на будущий год. Пока рано, конечно, просматривать кого-либо, но этот процесс, он не останавливается, все время появляются новые футболисты, новые игроки, надо, конечно, знакомиться с ними, поэтому... А теперь сами герои дня. Как отдыхаете-то? Пока высыпаемся после дороги, с родными увиделись. В основном пока только отдых. Конечно, все хотим провести время с своими родными, близкими, все соскучились. Здесь за нас все переживали, поддерживали, и поэтому первое время все стараемся с родными, близкими проводить. Спасибо вам большое. Коллеги, есть вопросы? Если вопросов нет... Я, пользуюсь, могу сказать? Конечно. Спасибо главе государства, что он нам помог с выездом, со сборами, премьер-министра, министра спорта. Это я сейчас подчеркиваю, потому что на самом деле они помогли и не дали нам никаких моментов, чтобы мы о чем-то задумались. Подготовка шла нормально. Да, мы спокойно Да, готовились мы спокойно. Спасибо им огромное. Вам большое спасибо за те эмоции, подаренные нам, вашим зрителям и болельщикам. Спасибо вам большое, коллеги, за ваши интересные вопросы, вам за ответы. Желаю удачи, успехов в вашем нелегком труде. Спасибо. Вот, и побед. Спасибо. Табу пидудзена. Хотели хобшо обряла и хапиха пресс-конференция хыркшо, питабу пиха хобшо зиге, я его хайпшо раканза. Абзерас.